Картошка, морковь, лук и свекла – все, что выращено своими руками на благодатной ингушской земле. Такую продуктовую помощь турко-месхетинская община в очередной раз оказывает малоимущим семьям. В Ингушетии диаспора проживает с 1989 года. За это время как республика, так и ее жители стали для них родными. Поэтому ежегодно к годовщине депортации турков-месхетинцев они проводят благотворительную акцию. У нас, если вы говорите, забудете свою историю, никогда не строите свое будущее и нынешнее, которое вы живете, не можете определиться. И мы не дадим никому забыть этот день. Не только сегодня наш день, это депортация, это, я считаю, депортация всего человечества, потому что в том числе были 8 народов, которые в 1943-1944 году были депортированы. Туда входят ингуши, чеченцы, карачайцы, балкарцы, крымские татары. Такие благотворительные акции диаспора проводит несколько раз в год, традиционно перед праздниками Гурб и Мархаш. Турецкий город Коня, их историческая родина, известна богатыми плодородными землями. И, как признается Бен Али, любовь к земле у них в генах. Первыми в списке, кому оказывают помощь, соседи. Больницы могут быть на интернете, могут быть он хочет кwana, боёрт хил, соси бакина твардиш, сей арбаш тадала ханудин тахсун ясагяч, наха сагаш загтждохш, беркати аналлах бирш. Весь груз сперва, это 25 наборов, направляют в городскую администрацию. За помощью в основном горожане обращаются именно туда. Продукты распределяют в социальном отделе и уже оттуда поадресно раздают нуждающимся семьям. Представлены в списке это около 30 фамилий. Это в основном инвалиды, дети, колясочники. Дальше Беркати долг. Огромное спасибо турецкой диаспоре, то, что она посчитала возможным и нужным сделать вот такой небольшой подарок, садака для наших детей. Они сегодня показывают свое внимание, уважение и к местному населению, и почитают свою культуру, свои традиции, обычаи. Это и есть самое основополагающее в любом народе, когда мы ценим свою нацию и уважаем другие народности. Этой акции уже 14 лет, но по словам главы общины, и этого времени мало, чтобы выразить свою благодарность ингушскому народу за гостеприимство и добрососедство. Хава Гайзикова, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.